Доброе утро, Якутия! На календаре 15 марта, середина месяца уже. И сегодня в это утро вместе с вами просыпаюсь я, Катерина Винокурова. Сегодня, как и мои коллеги, которые были до этого, я буду, по крайней мере, постараюсь зарядить вас утренним позитивом и настроить вас на предстоящий день. Для этого мы вместе с командой «Утро Якутии» подготовили для вас интересный выпуск, впрочем, как и всегда. И вот что сегодня нас ждет. Сегодня Всемирный день прав потребителей, и эта дата отмечается уже который год. Расскажем, как отличить так называемую реплику, копию от реального оригинального продукта. И что делать, если вам подсунули неоригинальную продукцию, куда обращаться. С наступлением весны все больше становится актуальным вопрос раздельного сбора мусора, как, кто и куда сдавать мусор. Много ли якутян делят мусор по определенным категориям. В гостях у нас сегодня будут специалисты из филиала Национального банка Якутии. С ними мы поговорим о новых видах мошенничества, а также узнаем пугающие цифры жертв мошенников. В рубрике «Мой доктор» сегодня расскажем, как уберечь юных якутян от болезней живота и кому обращаться в таком случае. В рубрике «Полезные советы» поговорим о домашней химчистке, зимних вещей, ну а завершим наш эфир участием конкурсантов молодежного фестиваля «Мусустар». Еще больше новостей и повторы наших выпусков вы всегда можете найти в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Вот прямо сейчас вы можете отсканировать QR-код и увидите все новости, все актуальные новости. Ну а теперь самое время налить себе чашечку чая, кофе, сесть за трапезу и прослушать прогноз погоды на сегодняшний день. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 11-14 градусов мороза. В заречной группе от 3 до 11, в южных 14 градусов, в вилюйской группе 17-22, в нижнеленских от 15 до 20, в западных 12-18 градусов. В Колыме-Дигирской группе от 15 до 25, в Янских 22-36, на северо-западе 21-28 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 10 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Ну а днем нам сегодня обещают небольшой снег, ветер юго-восточный до 3-8 метров в секунду. А температура воздуха днем составит минус 3-5 градусов. Полюбуйся, весна наступает, журавли караваном летят, в ярком золоте день утопает, и ручьи по оврагам шумят. Скоро гости к тебе соберутся, сколько гнезд понавьет, посмотри, что за звуки за песни польются, день деньской от зари до зари. Действительно, весна, за окном погода не может нас не радовать и поднимает настроение. С каждым годом все теплее и теплее, небо все ярче, солнце все светлее. И, конечно же, от этого только поднимается настроение. Ну а не будем далеко заплывать в облака и приземлимся немножко. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – это официальный документ, который содержит информацию о собственнике и характеристиках объекта, наличие или отсутствие ограничений, обременений и другие полезные сведения об объекте недвижимости. Это важнейший документ, который позволяет узнать сведения о зарегистрированном в Росреестре объекте недвижимости. Ну а с 1 марта этого года вступили в силу важные изменения, о которых нам сегодня расскажет заместитель начальника клиентской службы города Якутска, Центра «Мои документы» Александра Наговицына. Александра, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, да, какие главные изменения в выписках из ЕГРН с 1 марта случились, что конкретно изменилось?
Да, с 1 марта 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 218 о государственной регистрации недвижимости, согласно которому сейчас при запросе выписки из ЕГРН данные о собственнике не будут указываться. Это означает, что при запросе выписки из ЕГРН посторонними лицами там сведения о собственниках не будут. Мгм. Ага. Ну, вот это такие глобальные изменения. Если, например, собственник недвижимости хочет дать доступ к своим персональным данным, то он должен будет написать заявление специальное, ну, в офисах отделения Центра «Мои документы». Мгм. Получается, никто не сможет увидеть данные собственника. Нет, получается, здесь есть оговорка, что к ним не относятся лица, которые указаны в части 13 статьи 62 того же самого федерального закона. Это кадастровые инженера и нотариусы. Но также остается открытыми доступ совладельцам, у которых зарегистрирована общедолевая собственность, и супругу, супруге, если у них общесовместная собственность. А так полный список указан у нас на портале mfc-saha.ru. Мгм. Ну а до этого, да, как вообще было и вообще для чего эти изменения происходят? Получается, до 1 марта 2023 года все персональные данные были открыты. Если, например, гражданин хотел купить квартиру, он мог заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости и увидеть данные о собственнике. Вот эти нововведения повысят взаимную ответственность участников сделок, а также исключат возможность недобросовестным лицам перепродавать данные из Единого государственного реестра недвижимости и создавать сайты-двойники. Мгм. То есть продавать свою недвижимость нельзя. Что делать? Ну, для того, чтобы продать, если гражданин хочет продать свою недвижимость, он должен будет дать доступ к своим персональным данным, то есть открыть их вот со специальным заявлением, которое можно подать через через офисы Центра «Мои документы». Тогда как и раньше при запросе выписки из ЕГРН, его данные будут видны, то есть его фамилия, имя, отчество, дата рождения, то есть персональные данные. Мгм. А как вообще долго происходит вот эта процедура? Ну, для того, Сама. чтобы подать заявление, нужно будет подать специальное заявление, тогда вот этим и внесутся изменения в Единый государственный реестр недвижимости. Так же, как и, ну, получается, 5 рабочих дней выписка делается вообще сама. Ну, по сроки. В течение 5 рабочих дней, Ага, да? да, 5 рабочих дней. Ага. А обратиться нужно необходимо вот, собственно, в сами офисы «Мои документы» или можно через госуслуги? Можно, получается, и в офисах Центра «Мои документы», и также подать онлайн вот эти обращения. На сайте управления Росреестра, это Росреестр.gov.ru, на портале госуслуг и непосредственно через информационные каналы взаимодействия банков и Росреестра. Мгм. А может ли гражданин отозвать заявление свое? Так же, как и гражданин может открыть доступ к своим персональным данным, также и специальным заявлением можно закрыть доступ к своим персональным данным. Например, сделка завершилась, тогда он подает такое же заявление и закрывает, получается, доступ. Мгм. Ну вот такое заявление, да, с таким заявлением, куда может обратиться гражданин помимо офисов? Подать онлайн. Мгм. Получается, тот же самый на сайте Росреестра, на портале госуслуг и через информационные каналы взаимодействия. Мгм. То есть получается заявление в электронном формате? В электронном формате можно и в бумажном, получается. И так, да? ага, как удобно. Мгм. Ну, если все-таки возникают какие-то вопросы, да, у граждан с выпиской, что делать, куда обратиться, опять-таки?
Можно обратиться, конечно, можно обратиться во все офисы отделения, точнее, центр «Мои документы», получить онлайн-консультацию на портале mfcch.ru и по телефону через региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 122 16. А также хотелось бы дополнить, что в головном офисе Центра «Мои документы» на Амосова 18 21-28 будут вестись консультация к государственным регистраторам управления Росреестра с 9 до 5 с перерывом на обед с часу до 2. Это уникальная возможность проконсультироваться у самого государственного регистратора. Еще раз, какая дата? 21 и 28 марта. Ага. Текущего года на Амосова 18. На Амосова 18. Да, по живой очереди, там живая очередь, можно подойти в любое время. Александра, ну вообще в вопросах недвижимости чаще всего граждане с какими вопросами обращаются? Бывает разное, получается. Кто-то продает свою недвижимость, это сделка купли-продажи. Кто-то обращается насчет регистрации права собственности на основании акта приема передачи, регистрирует ипотеку, залог недвижимости. Ну и, конечно, запрашивают выписку из единого государственного реестра. Это одна из самых популярных услуг. Получается, вот так. Что ж, Александра, спасибо большое. Да, ну а мы перед тем, как прерваться, хотелось бы немножко проанонсировать то, о чем мы будем говорить после эфира. Так, поговорим о лекарствах, то есть планируют принять законопроект, который предполагает повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Вот такая интересная информация. Также ждем гостя, управляющего отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антона Коноплева, с которым поговорим тоже на очень важную тему о том, как уберечь себя от дистанционных мошенников. Участились случаи, и несмотря на то, что мы постоянно поднимаем эту тему, все-таки вот случаи учащаются. Также дадим вам полезные советы по химчистке. Как раз самое время свои теплые вещи отложить в долгие ящики и готовиться к лету. Все это и не только ждет вас после небольшого перерыва. Поэтому оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Предприниматели России в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать грантовую поддержку в размере до 1 миллиона рублей раз в 3 года. Минэкономразвития объявила старт приема заявок на выдачу грантов инновационным компаниям малого и среднего предпринимательства. Ранее такая поддержка предоставлялась однократно. Есть условия – успешная реализация первого гранта. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тысяч до 1 миллиона рублей за счет средств регионального бюджета. При этом для субъектов МСП, которые зарегистрированы в арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 миллионов. В Якутии в последние дни наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В сутки выявляют более 100 случаев. Также в республике на 25% превышен эпидпорог ОРВИ. Всего зафиксировали 8359 случаев. При этом показатель ниже предыдущей недели на 20%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Якутии. Например, в Якутской городской больнице номер 3 за прошлую неделю был зафиксирован незначительный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Кроме того, увеличилось количество вызовов на дом. На данный момент наблюдается незначительный прирост сезонного ОРВИ, а также гриппа, коронавирусной инфекции. В отличие от прошлого года идет существенный спад коронавирусной инфекции, также ОРВИ и также гриппа. Значит, за неделю зафиксировано 233 случая
коронавирусной инфекции, гриппа 13 случаев среди детского населения. Из арктических районов Якутии вывезут 1000 тонн металлолома. Работы по федеральному проекту «Чистая Арктика» пройдут в поселках Чукурдах, Сейлык, Эссе-Хая, Батагай, Тикси, Усть-Куйга, а также в селе Жиганск и закрытом промышленном поселке Лазо. Напомним, реализация федерального проекта началась в 2021 году с поселка Тикси Булунского района. Собранный металлолом будет транспортирован по автозимнику до пункта приема в Якутске. Планируется благоустройство территорий. В Соскалахе также могут возвести спортивную площадку и аллею. Разведение коров якутской породы планируют развивать в Момском районе. Так, житель села Чебагалах Албан Старков второй год активно занимается сельским хозяйством, а именно разведением якутского скота. Как рассказал предприниматель, на данный момент на ферме живут более 10 голов. Сейчас главная задача хозяйства – сохранить и приумножить поголовье. Якутская корова отличается от других миниатюрностью и сравнительно невысокой удойностью. При этом она не боится холодов и хорошо приспособлена к экстремальным условиям Крайнего Севера. Это единственная порода скота в мире, которая адаптирована к низким температурам и способна быстро наращивать жир в условиях короткого пастбищного периода. 55-56 спокойно они могут. Первые 1-2 часа они там пасут на пастбище. Потом добавляем им. Добавки даем. Ага. В рамках молодежного фестиваля «Мусустар» в спорткомплексе «Мадун» проходят 20-й республиканские игры предков по национальным видам спорта среди юношей и девушек 8, 9, 10 классов общеобразовательных учреждений. В этом году в соревнованиях принимают участие школьники из Вилюйского, Усть-Алданского, Сунтарского, Намского, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов. Соревнования носят индивидуальный характер. Абсолютного победителя определят по наименьшей сумме набранных очков, полученных в соответствии с занятыми местами. Периодически каждый год стараемся провести этот замечательный праздник спорта для всех школьников, учащихся, чтобы все наши национальные виды и национальные упражнения были, как сказать, вовлечены все и занимались физической культурой и спортом. Доброе утро, 15 марта на календаре. День выбора вида спорта для себя, день добрых дел и день рождения эскалатора. Вот такие вот интересные праздники отмечаются сегодня. Ну а о других датах и событиях этого дня узнаем в нашей ежедневной рубрике. На календаре 15 марта. Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей, Всемирный день социальной работы, Международный день защиты бельков. По народному календарю сегодня Федот Ветронос. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето. Этот день в истории. В 1917 году в этот день находившийся в швейцарском городе Цюрихе Владимир Ильич Ленин отправил жившей близ Женевы Инессе Арманд письмо, в котором поделился с ней новостью о том, что в России произошла революция. В 1962 году, 15 марта, состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила Всемирный день прав потребителей. В 1990 году в этот день Михаил Горбачев избран единственным в истории Советского Союза президентом. В 2005 году, 15 марта, в Иерусалиме открыт новый музей истории Холокоста Яд Вашем. Новый музей фокусирует внимание посетителей на личных историях людей, ставших жертвой геноцида. В этот день родились Юрий Бондарев, советский писатель, общественный деятель; Жарес Алферов, советский российский физик, академик, Нобелевский лауреат; Леонид Ингибаров, советский артист цирка, клоун, мим; Валентин Распутин, советский российский писатель, публицист, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Арсений, Иосиф, Николай и Федот.
Ну и как уже было сказано, одна из дат этого дня посвящена Всемирному дню прав потребителей, отмечаемому ежегодно 15 марта. Обычно в этот день сотрудники управления Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии повсеместно проводят акции, направленные на информирование и консультирование граждан с разъяснением актуальных вопросов законодательства о защите прав потребителей. И каждый может принять в них участие. Ведь, как говорится, информирован, значит вооружен. В соцсетях разгорелись споры вокруг публикации о том, как местная продавец якобы выдала за оригинал поддельную сумку за 4500 рублей. И когда дочь покупательницы предъявила претензию и потребовала вернуть деньги, продавец заявила, что в переписке, используя слово «оригинал», имела в виду фотографию товара. Как бы то ни было, в нашей стране не все продавцы, не говоря о покупателях, знают, что, торгуя аналогами известных брендов, нарушают закон и могут быть наказаны. Как же распознать, что товар не подделка? На некоторые группы товаров у нас введена система цифровой маркировки «Честный знак». К таким товарам у нас относятся табак и никотин-содержащая продукция, лекарства, шины, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты, лампы, вспышки, духи, туалетная вода. Скачав приложение «Честный знак», потребитель может просканировать код Data Matrix и получить информацию в полном объеме, что гарантирует ему подлинность приобретенной продукции и ее качество. Но пока не все товары подпадают под обязательную цифровую маркировку. Контролирующим органам за всем не уследить. И производители сами защищают товар от подделок, преимущественно через суды. Хотя привлечь к ответственности распространителей контрафакта могут и рядовые покупатели. Согласно закону о защите прав потребителей, при обнаружении подделки покупатель вправе потребовать замены товара на оригинал или уменьшения покупной цены, либо возврата уплаченной за товар суммы. Но, прямо скажем, такая практика со стороны самих потребителей не особо распространена. Покупатели порой сами за дешевую подделку, чем способствуют обману и нарушению закона. Сейчас люди стараются покупать по дешевой цене тот товар, который он очень похож на настоящую. По идее, это уже называется подделка. Но люди любят называть это либо репликой, либо копией один в один. И мне кажется, то, что у нас все-таки какое-то советское осталось, быть похожим друг на друга. Если у кого-то такая сумка, я тоже хочу такую же сумку. И это все еще, мне кажется, такая пропаганда. То есть ты хочешь показать то, что ты имеешь возможность покупать эту вещь. Торговый агент Александра при этом знает, как отличить оригинал от подделки, и дала нашим зрителям некоторые подсказки. И смотрите, вот ношенный 1 год, мы трем, и никаких катышек не выходит. Дальше, на любой фурнитуре фирменной вещи имеются фирменные логотипы, на это сами производители ни в коем случае не скупятся. И, конечно же, это чек. Чеков может быть несколько, то есть это вот такой вот товар. Почему делаются такие чеки? Для того, чтобы вы могли в любой точке мира данного бренда пойти и сделать обмен. Упаковка всегда дорогих вещей, она точно такая же, как и сама цена, поэтому мы покупаем даже иногда не только саму вещь, но и красивую упаковку. И к нему еще, конечно же, полный набор, комплект документов, и здесь мы можем видеть штрих-код. Если штрих-код не соответствует стране производителя, значит, это уже есть подделка. Кроссовки тоже очень легко проверить. Во всех фирменных кроссовках сейчас имеется внутри вот такой вот QR-код, здесь видно, который сразу выводит не только на сайт, но и на данную конкретную модель. Однако, если даже товар оригинальный, в связи с санкциями и сложностями ввоза импортных товаров возникают новые риски для потребителей. К примеру, поставщики в России, чтобы не подпасть под санкции, начали поставлять уже активированные айфоны. Любители яблочных девайсов обеспокоены, будут ли сокращены гарантийные сроки в таком случае. По закону о защите прав потребителей гарантийный срок он исчисляется именно с момента передачи товара потребителю. На территории Российской Федерации у нас действует наш закон, с момента продажи именно. Правда, эксперты поясняют, что это действует в случае, если потребитель собирается пользоваться устройством в России и ремонтировать на территории страны. В любом случае, знание своих прав в интересах каждого потребителя. И, судя по статистике обращений в Роспотребнадзор, положительная динамика все же есть. С каждым годом обращений становится больше. Это говорит о том, что потребитель уже начинает сам задумываться о своих правах, понимать, знать их и обращаться
за их защитой. Лет 10 назад в России считалось абсолютно нормальным скачивать пиратскую музыку и фильмы. С появлением антипиратского закона и блокировкой таких сайтов появились качественные сервисы и сейчас платные подписки на музыку и фильмы в порядке вещей. То же самое должно произойти и с поддельными товарами, прогнозируют специалисты. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. А между тем Госдума планирует принять законопроект, который предполагает повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом пишут «Известия». По информации издания, для фармацевтических работников и должностных лиц суммы штрафов составят от 10 до 20 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 50 до 100, а для юрлиц от 150 до 200 тысяч рублей. Ранее производители табачной продукции предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотиносодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты. Ну а наверняка каждый из нас слышал или читал о том, что так называемые дистанционные мошенники разными способами обманывают людей и похищают деньги. Однако жители нашей республики продолжают попадать на уловки преступников и лишаются своих сбережений. А помимо хищения денег с банковских карт, злоумышленники стали использовать схемы обмана, связанные с инвестированием. По информации МВД республики, участились случаи, когда якутян разводят, предлагая заработать на криптовалюте. Как же уберечь свои деньги и распознать аферистов? Сегодня об этом мы будем говорить с управляющим отделением Банка России по Республике Саха-Якутия Антоном Коноплевым. Антон Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Ну расскажите, да, какова сегодня статистика хищения финансов в нашем регионе? Ну, к сожалению, статистика такая не очень хорошая. По данным Министерства внутренних дел Республики, за 2 месяца этого года уже 371 случай зарегистрирован, и граждане потеряли 46 миллионов рублей. В прошлом году цифра была немножко меньше, 45 миллионов, и число случаев было 359 за тот же период. В целом же за прошлый год было 1606 случаев на сумму почти 256 миллионов рублей. То есть наши жители потеряли 250 миллиарда. Вот. Почему статистика растет и какие случаи, да, на какие уловки чаще всего попадаются? Ну, значит, методы, которые используют мошенники, они обычно те же, но вот применяют разные приемы. Все новые и новые. Все новые и новые открывают, да, технологии не стоят на месте, законодательство не стоит на месте. И вот из последних приведу 2 примера. Первый – это мошенники стали обращаться через звонки по социальным сетям. Так. Такая возможность существует. Это в первую очередь связано с тем, что законодательство в части подмены номеров в обычной телефонной сети ужесточается, у мошенников появляются препятствия, и они начинают уходить в другие области, которые еще не охвачены. Ну, также в соцсетях проще подменить номер, проще там поставить логотип, что вызывает у человека, ну, такое как бы первоначальное доверие. Да? Другим случаем, это совсем из новой практики, это мошенники заговорили с нашими жителями на якутском языке. Ох ты, ничего себе. Да, говорят правильно, хорошо, видно, что это разговаривает живой человек, не переводчик какой-то автоматический, что вызывает, наверное, тоже дополнительную такую симпатию и доверие, да, у наших жителей. То есть такие условные земляки. Ну, получается, это настоящие люди, жители Якутии, да? Ну вот жители или Якутии, тут вопрос открытый, да, поскольку вот случаи такие но собираются. владеющие якутским языком. Но владеющие якутским языком. Но мы же знаем, что достаточно большое количество наших жителей перебралось там за пределы. сопредельные страны там, да. Вот, может быть это они, может быть это наши. Вот, но тем не менее, вот это дополнительный такой фактор, который вызывает, это нацеленность на жителей, проживающих, может быть, в сельской местности. И, конечно, это вызывает такую дополнительную озабоченность. Ну и как работает схема? Они звонят?
Да, схема предлагают что-то. работает, ну, значит, общение, как правило, начинается в социальных сетях. И создаются группы под какими-то, значит, там, либо известными именами, либо неизвестными. Вот мы можем сейчас точно назвать 3 имени. Это вот Нарыя Корякина, Так. Даяна Захарова и Туяра Аржакова. Вот под этими аккаунтами, под этим именем, ну, совершенно точно уже зарегистрированы случаи мошенничества, и люди уже обратились, потерявшие свои деньги. То есть они продолжают общение, они могут отправить сообщение, например, в известную вам группу. Да. Почему это происходит? Ну, не секрет, что аккаунты похищаются, и от этого имени выступают, значит, уже мошенники. Это первое. Второе, они могут выступать от наших так называемых брокеров, которые предлагают свои услуги по размещению денежных средств, тоже подменяется, либо менеджеры этих брокеров. Ну, у нас есть достаточно известные люди, которые действительно реально работают. Ну, вот люди, прикрываясь вот такими ассоциативными какими-то названиями, вводят в заблуждение. Фактически люди верят и переводят деньги. Поэтому такое простое решение – это не переходить по ссылкам, которые приходят, навести информацию об этих случаях, чтобы люди… Потому что некоторые уже попадали и, может быть, оставили отзывы, а может быть, даже владельцы этих аккаунтов уже выложили информацию, что их аккаунт взломан, и, ну, люди, будьте внимательны. А если вот привести примеры, да, одни из последних случаев, на которые попадались? Да, вот вы знаете, никто не защищен. Вот, по статистике, наиболее часто попадающаяся группа – это группа от 30 до 49 лет. У них 42,5% случаев. Вот по всей статистике. Вот такая группа, то есть это люди, которые имеют доходы, которые имеют счет в банке, которые имеют хорошую кредитную историю, которым банк может предоставить кредит. Здесь вот в чем еще такая особенность и особенный негатив, я бы сказал, да, но человек, к которому обращаются мошенники, он не просто свои деньги отдает, он идет в банк, берет кредиты, отдает кредитные деньги. Да? То есть если мало того, что ты потерял свои деньги, ты еще будешь какое-то время отрабатывать, можно сказать. Будешь должен. Будешь должен, да. И это же тоже обязательство. И твоя, вообще говоря, ну вот твой уровень жизни, он будет еще длительное время оставаться достаточно низким. То есть в этом, ну как бы такой вторая большая проблема. Антон Анатольевич, да, ну и в завершении нашей беседы, какая вот работа ведется профилактическая, да, по борьбе с мошенниками Национальным банком? Значит, ну вот была встреча в Министерстве внутренних дел, собирали все кредитные организации, вырабатываем какое-то общее решение. Мы размещаем информацию на всех доступных ресурсах, это и сайты, и группы муниципальных образований. Мы размещаем информацию, и вот был последний рейд, Министерство внутренних дел обходило квартиры, прямо поквартирный обход делали, да, с раздачей материалов и так далее. То есть работа ведется по всем направлениям. Отделение в этом случае в этой работе обеспечивает, предоставляет материал. На сегодня мы перевели материал на якутский язык, чтобы донести то есть, непосредственно до наших жителей. Этот материал тоже распространяется. Но все зависит от человека, потому что в данном случае именно человек принимает решение отвечать мошеннику, реагировать на его обращение, брать кредит, переводить деньги. Да, здесь мы, конечно, не можем. Был случай, когда в кредитной организации, работник кредитной организации пресек перевод денег мошенникам. Да, зашел пожилой человек и прямо у банкомата, держа телефон у уха, осуществлял какие-то там действия. И поинтересовались, что вы делаете. Ну вот я перевожу. Ну его тут убедили, что надо прекратить разговор и пресечь. Сэкономили более 1 000 000 рублей этому человеку. То есть он уже был готов переводить. Поэтому здесь вот не надо. Мошенники пользуются тем, что выводят человека из равновесия. Они используют два подхода. Либо вызывают страх за собственные деньги, либо вызывают чувство жадности, алчности, когда можно легко заработать. Вот этот легкий заработок, когда вам предлагаются такие случаи, нужно всегда помнить про сыр, мышеловку и что потом бывает. Оставаться с холодной головой
и вот не принимать таких скоропалительных решений. Посмотреть по сторонам, взять паузу, взвесить за и против, может быть, посоветоваться с друзьями. Но, учитывая количество случаев, люди, видимо, не выходят из этого состояния. Мошенники достаточно профессионально работают, к сожалению, вот, Да. и наши люди попадают на Как большие суммы. как под гипнозом, да? Как под гипнозом, совершенно верно. Что ж, Антон Анатольевич, спасибо вам такую очень важную беседу этим утром. Всегда важно об этом говорить, поэтому ждем вас снова в нашей студии. Спасибо. Спасибо. Ну а далее наш эфир продолжит рубрика «Мой доктор». Поговорим о гастроэнтерологии. Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Мой доктор» я расскажу об основных причинах заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Основными, часто встречающимися заболеваниями у детей являются гастриты, заболевания желчевыводящих путей, колиты, энтероколиты. Бывает инфекционного, бывает неинфекционного характера. Но основными причинами заболевания ЖКТ у детей является неправильное питание. Основной профилактикой заболеваний ЖКТ у детей является первое – это соблюдение режима дня и режима питания. То есть в рационе у детей должно быть обязательно завтрак, обед, ужин с 2 перекусами. Организация правильного питания, то есть с исключением обилия сладостей, фастфудов, острой и жирной пищи, исключение переедания. Далее исключать стрессовые ситуации и повышать физическую активность у детей. Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей должна производиться с самого рождения ребенка. Это как можно дольше оставаться на грудном вскармливании у детей до года. В каждом возрастном периоде необходимо соблюдать режим питания и исключать из рациона питания у детей вредные и тяжелые продукты для организма. Основные симптомы, с которыми необходимо обратиться к гастроэнтерологу, это, во-первых, боли в животе, изжога, тошнота, рвотные позывы, тяжесть в желудке, изменение характера стула. Со всеми этими симптомами необходимо сразу обращаться к специалисту для дальнейшего обследования и назначения лечения. На этом у меня все. Берегите себя, будьте здоровы и, главное, правильно питайтесь. Ну а с приходом весны очень актуальным вопросом становится вопрос вывоза мусора. Снег тает, и дворы обнажаются от снега. Вместе с ним весь мусор, который был брошен на улицу, выходит наружу. Это, конечно, очень некрасиво, неэстетично. Но в городе в последнее время становится актуальным вопрос раздельного сбора мусора. И многие семьи, это очень радует, стараются прививать эту привычку своим детям. И сегодня мы вас познакомим с одной такой семьей. Ольга – мама 2 прекрасных девочек. Живут они втроем. И с прошлого года она вместе со своими детьми активно начала заниматься раздельным сбором мусора. А тут, получается, мы для того, чтобы сдать, такие не надо, вот такие, получается, этикетки надо убрать. И мы их предварительно замачиваем в обычной воде холодной. И отдираем этикетки, легко отдираются потом. По словам Ольги, прививать детей к этому делу было несложно. Вначале она сводила их на акцию по сбору уличного мусора, а уже дома рассказала, что у нас в городе есть пункты, где можно сдавать различные упаковки и коробки. Детей я возила на субботник общий был, активисты делали, и там, получается, они собирали сами мусор, и после этого они говорят: дяденька выкинул мусор. То есть они уже как бы относятся к этому бережнее, если сами убирали мусор.
Вот. И дома, получается, они сначала все выкидывали в мусор по-обычному, потом я стала говорить, что мы сортируем, и они сейчас уже все ложат сразу в раковину, не выкидывают. По выходным 30 минут занимает вот эта сортировка. Все. Копим по коробкам и раз в месяц отвозим. Мусор не обязательно собирать внутри квартиры. Его можно спокойно складировать в подъезде. Именно так и делает наша героиня. По картонным коробкам разделяет их по категориям. Здесь получается уже сухой, просушенный и очищенный мусор. Вот, в основном вот ПП5, ППЕ и так далее. В общем, вот на странице там четко написано, какие можно, вот ППЕ, вот эта страница мне очень сильно помогает. И там смотрю, и вот с некоторыми я еще не разобралась, да, периодически, что-то новое. И вот, например, цветы, пожалуйста, не дарите в обертках. С 8 марта вот цветы остались, я не знаю, их берут или нет. Разберусь в субботу. Вот. И пока вот так коплю, здесь сухой мусор, тут квартира, маленькая квартира, это даже не помеха, можно в коридоре, тут уже чистый мусор, и соседи обычно ничего не говорят. Вот так Ольга прививает в своих детях экологическую культуру и считает, что учить таким вещам надо именно с малых лет, чтобы, будучи уже взрослыми, дети были ответственными жителями своего города и республики. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Такой хороший пример подает семья Самсоновых для других якутян. Соглашусь, что в привычку это, возможно, взять сложно, но будет несложно, если разобраться в этом. Поэтому, если вы планируете встать на путь экологии, чистой окружающей среды, то обязательно у вас все получится. Ну а далее передаю слово своим коллегам из информационной службы. Мобильные доктора с 9 марта приняли около 1500 жителей арктических районов Якутии. В Момском районе первичную специализированную медпомощь оказали 375 жителям сел Бор-Сысы, Соболох и Чумпу-Кутыл. В Жиганском районе врачи приняли 238 жителей сел Бестях и Баханай. В Верхоянском районе параллельно работают 2 бригады, которые приняли 654 человека в селах Сайды, Асахтох, Чурюмче, Юнкур и Барылас. Кроме того, осмотрели 180 жителей поселка Чукурда Халаевского района. 23 марта запланирован вылет медиков в Эвена-Бытантайский район. Инициативное бюджетирование ведут в школах республики в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Всего выбрано 8 школ Якутска и Жатая. Так, школьники сами смогут принять участие в распределении части бюджетных средств своих школ. Между тем, ранее глава региона Сан Николаев отмечал, что за время действия программы поддержки с 2017 года было реализовано свыше 1500 проектов. Напомним, что в этом году на конкурс поступило 483 заявки от 367 муниципальных образований республики. Победителей конкурса определила межведомственная конкурсная комиссия. Ими стали 291 проект из 25 районов. Общая стоимость проектов составила 805 миллионов рублей. Проект «Учим, знаем» расширился. С 2018 года в Якутске в Национальном центре медицины свою работу ведет госпитальная школа, которая обеспечивает качество образования детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах. Сегодня данная программа распространилась и на детей дошкольного возраста. Педагогическую работу осуществляют специально подготовленные для этой работы госпитальные педагоги, а именно специалисты детского сада номер 11 города Якутска. Нам особенно приятно, что Республика Саха-Якутия одна из первопроходцев в этом направлении, потому что дошкольное отделение работы госпитальных школ – это сегодня новая страница в истории проекта «Учим, знаем». И Республика Саха-Якутия – это лидеры нашего направления. Нам есть чему поучиться у коллег. Мы опыт, который накапливается здесь, в республике, передаем на все наши регионы, а в России уже 60 открыто площадок проекта «Учим, знаем».
В Якутске проходит республиканский этап соревнований школьных спортивных клубов. В этом году соревнуются школьники 5 и 6 классов. В каждой команде по 8 мальчиков и 8 девочек. Прежде чем попасть на республику, команды прошли школьный и муниципальный отбор. В Якутии более 60% школ имеют собственные спортивные клубы. Команды соревнуются по нескольким дисциплинам, среди которых футбол, баскетбол 3 на 3, легкая атлетика, шахматы и брейн-ринг. Команда, победившая в республиканском этапе, отправится на всероссийский финал, который пройдет в Анапе. Безусловно, это мотивирует ребят, поэтому наши ребята воспринимают это все всерьез, и уже они на протяжении своей жизни уже не просто спортом занимаются, а профессиональным спортом занимаются. Они уже получают спортивные разряды, кто-то становится кандидатами в мастера спорта. У нас 3 кандидата мастера спорта уже российского уровня выпускаются уже, учась в школе, они получают уже достигают таких высоких результатов. В Токио начался сезон цветения сакуры. Официально его началом считается день, когда первые 5 цветков раскроются на специальном контрольном дереве в центре столицы. За ним пристально следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи. Подчеркивается, что в этом году сезон цветения начался на 10 дней раньше среднего показателя и наряду с 2020 и 2021 годами стал самым ранним с 1953 года, когда началось ведение соответствующей статистики. У меня на этом вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Спасибо, Кристина. А мы продолжаем. Напомню, что сегодня из соседнего региона, а именно из Иркутска, стартует экспедиция по следам ямщиков Иркутск-Якутск. Подробности в материале моего коллеги Руслана Чирова. Доброе утро, друзья! Я думаю, что многие знают, что я участвую в экспедиции по Иркутско-Якутскому ямщицкому тракту. Экспедиция стартует 15 марта с города Иркутск, и, соответственно, мы пойдем по следам ямщиков. Будет производиться все это на вездеходах. Ну, а чтобы узнать поподробнее, побольше информации о самом тракте, о том, как в те года передавалась почта, я думаю, об этом никто лучше не расскажет, чем потомок государственных ямщиков Василий Алексеевич Кулагин. Именно сегодня мы находимся у него в гостях, и у него дома есть свой домашний музей. Вот эта дверь, это тоже она с очень большим смыслом. Вы видите, это самое изображен. Вот это дом, это родительский дом, где родилось несколько поколений нас. Сейчас, открывая эту дверь, мы с вами входим в прошлое. Эта дверь, поэтому я вас сейчас приглашаю в основное помещение нашего музея. Пожалуйста. Вот эти экспонаты, которые здесь есть, мы собирали в течение многих-многих лет. В течение многих лет. Ну и, конечно, главная, самая центральная часть, ее занимают вот наши ямщицкие атрибуты. В 1743 году по указанию, опять же, вот царского правительства, некий, значит, служилый человек Баишев, значит, ему дали задание, чтобы от Витима до Якутска построить первые 28 станций на этом участке. И поэтому, вот как только эти участки были освоены, мы стали считать, что началось регулярное сообщение по Якутскому почтовому тракту. Поэтому в этом году как раз исполняется 280 лет со дня регулярного сообщения. А как это самоопределяли у нас в Якутии, это как, что едет почта? Вот поддужные колокольчики, дугу. Обязательно, в общем, ямщики имели вот это самое колокольчики. У нас вот есть хорошая погода, зимой примерно по реке Лени за 10 верст можно было услышать вот этот колокольчик. Колокольчики были разных размеров, начиная вот от таких больших, они 4 нуля обозначались, это колокольчики. Сейчас вот на этом, по-моему. Вот видите, там 4 ноля у него. Это самое. 4 ноля это самые большие были, а самые маленькие были вот такого размера. И поэтому они все колокольчики звенели по-разному. Вот сейчас я вам, вот видите,
Вот этот колокольчик, вот этот колокольчик, видите? Совершенно это самое, другие звуки, другая. А вот самые знаменитые колокольчики, это были колокольчик Дар-Валдая. Вот видите, тут написано с серебром. Для того, чтобы звон колокольчика был особый, да, то туда добавляли серебро и говорили, что у него малиновый звон. Ну, действительно, что-то есть такое. Ну и, конечно, вот сама дуга тоже, она... На нее обязательно закреплялось 3 колокольчика. И вот послушайте, какой звук получается. Вот этот звук называли ямская гармонь. И действительно, это самое, он, это самое, можно сказать, и слух радовал, и ямщика радовал. И он, значит, это в его в этом трудном пути скрашивал его вот эти трудные будни. Ну, вот тоже, видите, как звук какой красивый. И вот можно представить, допустим, если, скажем, звенит этот, да, и звенит, одновременно звенят бубенцы, какой создает этот самый такой, ну, ауру, такую радостную атмосферу. Но я хочу пожелать вам, во-первых, это легкой дороги, чтобы не было никаких у вас неприятностей там, путь далекий. Поэтому желаю вам, чтобы у вас путь был легкий. И мы будем вас ждать здесь, в сквере ямщиков. Спасибо большое. Да. Ну а далее мы продолжаем говорить о молодежном фестивале «Мусустар». Сегодня в нашей студии Антон Васильев, по совместительству мой коллега. В этом году он является не только участником, но и организатором одной из площадок, да, конкретно блогерства. Антон, доброе утро. Доброе утро. Расскажи немного про блогерство, что вот из себя это направление, да, представляет, насколько оно популярно и развито. Если мы говорим о блогерстве как направлении сферы медиа, то на самом деле это динамично развивающееся направление, которое сейчас охватывает все больше и больше молодежи. Мы с вами практически каждый день в социальных сетях наблюдаем, как все больше и больше якутских ребят в это увлекаются. И как раз-таки в этом году организаторы ориентируются на что? На то, чтобы привлекать к участию не только тех, кто уже имеет какое-то имя, свой личный бренд, но и тех, кто делает первые шаги в этом. Да, именно поэтому в этом году разделено на 2 категории данное направление. Это направление для начинающих и для топ-блогеров. Ну, я знаю, что ты отправляешь туда своих ребят, да, а именно из творческого проекта «Аяр». Да, сколько ребят, кто это будет представлять сегодня направление? Да, в действительности, в предыдущие 2 года, когда проходил также Мусустар, мы направляли наших ребят, членов нашего творческого объединения «Аяр» при НВК «Саха». Ранее у нас всегда стабильно участвовало порядка 20 членов нашего творческого объединения. В этом году мы ориентируемся на то, что охватим нашим конкурсом более 150 ребят, которые желают в этом развиваться. Мы сейчас уже получили порядка 200 заявок. Сегодня последний заявочный день. И я должен сказать то, что у зрителей, тех, кто наблюдает, есть возможность, так сказать, прыгнуть в последний вагон, подать заявку. Ну вот сколько времени осталось, чтобы успеть? Буквально по завершении сегодняшних суток у нас прием заявок завершится. И далее мы уже начнем работу с каждым заявителем, составим рейтинг, на основании которого лучшие пройдут для участия в конкурсе. Ну, мы знаем, что ежегодно, да, на фестивале приезжают известные люди, гости, да, личности, артисты. Вот в сфере блогерства именно ожидается кого-то приезд? Да, ожидается, в действительности. Это такой весьма непростой процесс согласования хедлайнеров. В этом году Мусустар в большинстве своем организуется как раз-таки молодыми ребятами. И для нас это тоже, на самом деле, такой довольно интересный опыт. В этом году одним из хедлайнеров Мусустар, в частности нашего трека, станет Алексей Столяров. Это блогер, имеющий аудиторию 4 миллиона подписчиков, который вещает о развитии физической культуры и спорта. Вот, в том числе вместе с Алексеем к нам должны приехать Анна Тюменцева, это медиа-менеджер, руководитель СММ-службы Российского географического общества, и Никита Голощапов, диджитал-продюсер телеканала «Россия-1». Ну, будет ли возможность у участников взять мастер-классы, пообщаться вообще? Да, конечно. Мы
программу построили таким образом, то, что участники вначале пройдут обучение от местных экспертов, затем будут выполнять задания, которые заключаются в освещении хода фестиваля. Ну и далее уже пройдут мастер-классы и личное общение с нашими хедлайнерами. Наша задача — это дать непосредственно нашим ребятам возможность показать себя на такую весомую аудиторию. Ну, сколько дней и на каких площадках будет проходить? Так, всего мы на этот конкурс ориентируемся выделить 4 дня. Первый день — это день обучения. 2 дня — это когда они будут освещать ход треков фестиваля. Ну и непосредственно последний день — это наши мастер-классы с приглашенными экспертами, ну и, конечно, награждение. Ну, ты, как я уже сказала, да, был и участником, и организатором, да. Вот что для тебя конкретно значит фестиваль, что значит и чего ждешь в этом году, да? Я полностью разделяю ту цель, которую преследует фестиваль. Это дать ребятам из нашей республики, конкретно из нашей республики, возможность не только проявить себя, но и в том числе создать сообщество вокруг себя. Я считаю, что сейчас очень актуально вообще создание сообщества, особенно в креативной сфере. Ну и успеем напомнить, куда подать заявку. Да, непосредственно ссылка для заполнения заявки указана во всех наших официальных пресс-релизах, средствах массовой информации, поэтому, пожалуйста, открывайте, заполняйте, мы будем рады вас видеть. Антон, спасибо огромное за участие в нашем эфире. Удачи, успехов. Всех ребят призываем принять активное участие. Спасибо большое. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся завтра.